в середине VIII века, раньше считали, у нас на Средней Волге, на наших землях, это территория Татарстана, Ульяновской области, Самарской области, появляются булгары. Ихние памятники известны у нас. Большой могильник Большетарханский, Тетюшский район, Тетюшский могильник и другие, там есть еще другие могильники. Вот. Могильники язычники, язычные могильники, то есть с языческим погребальным обрядом, но среди них встречается и погребение, совершенное по мусульманскому погребальному обряду, без вещей, головой на юго-запад, на сторону Кыблы. Но в последние годы украинские археологи нашли на Северском Донце могильники более раннего времени. Более раннего времени. VII век, 630-е годы, вот как раз время смерти Мухаммеда. В это время возникает первое государство волжских булгар. Государство называется условно Великая Болгария. Так принято в науке. Великая Болгария Кубрат-хана. Государство кочевое, очень недолгое время просуществовало. Сохранились только могильники. Практически нет поселений, потому что они в основном вели кочевой образ жизни. Но столица была Фанагории, бывшая Фанагория и античные государства. Вот. Там лежал город в развалинах уже после пунских нашествий. Они восстановили город и там сделали свою столицу. Там есть вещи, связанные с болгарами вот, VII века. 7 века. 630-е годы и 660-е годы. Вот время существования этого государства. И считаются государством. Ну, 30 лет, ну пусть 40 будет. Потом государство распалось. Одна часть ушла на Среднюю Волгу, другая часть на Дунай, Великая Болгария. Вот украинские археологи, изучая могильники Великой Болгарии, нашли погребение, совершенное по мусульманскому погребальному обряду. Это практически время возникновения, что ли, ислама. То есть я хочу сказать, как быстро распространилась вот эта исламская идея, исламская идеология. Это конец 7 века? Это какой год? 630-й год? 630-е, да, где-то середина 7 века. Середина 7 века. Вот. То есть получается, а ихние, мы считали, вот этих болгар, которые появились после распада хазарского каганата, 7 век, хотя не после распада, а после завоевания, 737 год, первыми булгарами на нашей земле. А тут еще, оказывается, это в 80-х годах, только в 90-х годах открыли самарские археологи вот этих булгар, самых ранних булгар. И среди них опять есть у нас уже, среди первых булгар, мусульманское погребение. Их мало, в основном они язычники, но мусульманское погребение есть. Таким образом, получается, что часть, еще не полностью, наших предков булгар уже тогда, в 7-8 веках, придерживались или приняли ислам, что ли. Во всяком случае, были знакомы уже с исламом.
с исламом. Там некоторые ученые говорят, что Хазария приняла ислам, или хазарский Каган, но ислам был распространен только среди верхних слоях. Каган, его окружение, они действительно принимали ислам. Где-то в IX веке Булан, Каган Булан. Кстати, имен Каганов практически мы тоже не знаем, чем они занимались, но известно, что Булан принимает вместо ислама новую религию, иудаизм. Вот хазарский каганат, кстати, очень активно изучается раньше в любом случае, вот в советское время, 90-е годы, благодаря помощи, финансовой помощи евреев. Да, потому что они ищут своих предков, так сказать. Им очень хочется, чтобы хазары оказались евреями, но пока, к сожалению, нет никаких данных, нет следов в погребальном обряде этих вот хазар и болгар. Вот Булан принял ислам, то есть иудаизм, да, и поднялись булгары. Восстание устроили. Восстание. Часть ушла, уже вторая волна переселения на Среднюю Волгу. Это вторая волна переселения. Первая волна при Кубрате, после распада государства. Это 8 век. Теперь более позднее время. Сейчас уже мы все говорим единогласно, что 922 год – это просто официальное принятие мусульманской религии. Потому что, как мы видим, ислам был распространен еще раньше. Даже вот этот рубеж 9-10 веков считается временем основания болгарского государства. Первый хан, скорее всего, Алмуш, может быть, и его отец. Образование государства раньше не единовременный акт. При Шилки, отце Алмуша, тоже складывалось, скорее всего, государство. Значит, письменные источники. Аль-Идриси, он персидский географ, историк, написал книгу свою. Время написания считается 903-912 годы. 903-912 годы. То есть до 922 года, до официального принятия ислама. Он пишет, у булгар есть селения, а в них мечети. При мечетях медресе, начальная школа, он переводит, переведено это слово на русский язык, начальная школа с муэдзинами и имамами, и муэдзинами. То есть, раз он начал писать в 1903 году, скорее всего, его данные, сведения относятся к еще более раннему времени селения и мечети в этих селениях. То есть в IX веке. О IX веке пишет, скорее всего, Аль-Идриси. Этот факт подтверждается еще одним другим фактом, уже нумизматического характера. Алмуш начал чеканить монеты. Нумизматы определили время чеканки этих монет. 902-908 годы. Опять до принятия ислама. А Алмуш
Мы привыкли, все время говорим первый хан Алмыш, Алмыш, Алмыш. Но его официальное имя, мусульманское имя Джафар, Джахфар ибн Абдаллах. По-татарски будет Джахфар Габдулла Ула. Вот. Джахфар, сын Габдуллы. Джахфар ибн Абдаллах. Вот видите, эти монеты, раньше их было мало, и самая ранняя монета, это была обнаружена, кстати, не у нас, а при раскопках Великого Новгорода. Где-то в 1955 году, по-моему, в составе монет сасанидских из Средней Азии привезенных монет, вот оказались две монеты, по-моему, там было, половинные монеты. И то Светлана Александровна Янина, нумизмат Государственного исторического музея, прочитала, анализировала и пришла вот к такому выводу. Значит, мусульманство или ислам был распространен уже до официального принятия.